Птицефабрика «Зеленецкая» уже 10 лет как не собственность республики. Сейчас основной владелец предприятия – организация, подконтрольная кипрскому офшору. Практически украдена у региона мошенническим образом, действующим тогда руководством Коми. Это доказано приговором Замоскворецкого городского суда в октябре 19-го. К моменту приватизации акций государственное предприятие было полностью реконструировано и вышло на стабильный уровень. 3 фактора – собственные корма, переработка и своя торговая сеть – вывели фабрику в лидеры предприятий сельскохозяйственной отрасли региона. На сегодня, допустим, предприятие выпускает 20 тысяч тонн мяса птицы, 6,5 тысяч тонн это в живой массе, 6,5 тысяч тонн живой массы свинины и 90 миллионов яйца по году. Закрываем потребности где-то и по мясу, и свинины, и пиццы, и по яйцу на 60%. Всего это мы закрываем потребность. То есть мы можем и закрыть, допустим, по мясу птицы можем на 100% закрыть, по яйцу тоже на 100% закрыть. Но сегодня такая жесткая конкуренция, что нам эту продукцию некуда будет деть. На сегодня мы производим более 300 номинальной продукции. Номинальная стоимость акций «Зеленецкой» – 731 миллион рублей. Рыночная оценка – 2 миллиарда 400 миллионов. Но республика лишилась не только ликвидного предприятия, но и немалых дивидендов от деятельности фабрики. В конце 19-го прокуратура региона направила в арбитражный суд иск о возврате прежних активов законному владельцу – республике Коми. По схеме, которая установлена приговором суда, мошеннической схеме, по многочисленным легальным сделкам из собственности республики Коми был уведен весь пакет акций птицефабрики «Зеленецкой». И, собственно, что важно, за 5 лет использования этих акций республика Коми недополучила почти 1,5 миллиарда рублей. За взысканием этих сумм с лиц осужденных также обратились в Сыктывкарский городской суд, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Коми. И наш иск должен способствовать и будет способствовать возвращению именно имущественного комплекса в собственность Республики Коми. Все это время оставалась в тени офшорная кипрская компания Gritanbet Rating Limited. В сделках не участвовала, акции Зеленецкой не покупала, но через дочернюю компанию снимала сливки и пожелала участвовать в судебном процессе по возврату акций региону, о чем заявила на предварительном заседании. Однако в 2 инстанциях арбитражный суд отказал кипрскому истцу, не имеющему фактически никакого отношения к зеленецкому предприятию. Определение уже вступило в силу, а значит, влиять на ход разбирательства представители офшорной компании не смогут. Первое заседание состоится 4 июня. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.